Природа оживает после сна. Теплое весеннее солнце и долгожданные птицы. Пернатые путешественники радуются прилету на родину. В то же время весна, а точнее период разрешенной охоты, самая желанная пора для охотников. И это первый выезд на природу после длительного зимнего перерыва. Мы тоже отправились на охоту. Бывалый охотник обещал показать нам водоплавающую дичь. Охотой занимаюсь уже с 8 класса, 80-х годов. Получается, где-то около 40 лет. Все мальчишки на уток и начинают охотиться, а потом уже все серьезнее, там выше, значит, и вплоть до медведя. Там вроде еще утка сидит, да. Это селезень чирка. Вот, вон видели. Сейчас закинем чучела. Хорошо реагируют утки на чучела? Конечно, на подсадную утку-то лучше живая, да. Ну ничего, бывает, садятся. Мы нашли идеальное место для охоты на селезня. Мелкие островки, к которым можно дойти пешком вброд. Основательно подготовились. Высадили на воду подсадных уток. Соорудили засидку с отличным обзором. О, и караулим. Ружье наготове. Сколько вы так в засаде сидите? Ну, утром часа 2-3 точно. С рассветом. И вечером уже пока видно еще стрелять. Это только селезней, чтобы не путать, кажется. Самку, чтобы не пострелить. Нельзя весной самок. Пусть они размножаются, их потом осенью уже будем добывать, как бы урожай. Если самку пострелить сейчас весной, то это, считайте, уже десяток мы съели. Так вот, потому что у них яиц сколько, до 12 штук, может быть, даже и больше бывает. Подождем, может, и подлетят. Так. Широконоска. О. Селезень. Красивый весеннее оперение. Осенью они, можно сказать, почти одинаковые, значит, что самка, что самец. Серые. Весенний брачный наряд. Красивая, даже жалко. Значит, однажды в 2011 году, наверное, в 2011, селезня пострелил морской термити. Вот это, ну, как бы черная такая, черноватая утка, белобокая. Очень красивая птичка тоже, да. И вот стал чистить, ощипывать и обнаружил колечко на лапке. Нержавейка, видать, очень прочное, значит, прочное колечко. Если бы пластик и алюминий, просто утка можете вытащить, выбросить. Удивились? Да, но до этого намного раньше, значит, тоже попадался селезень шилохвости с кольцом. Не сохранилось колечко вот это. Стало интересно, значит, откуда, еще как это прилетает, откуда. И вот цифры какие-то на колечко здесь есть. Голландия тут написано, Голланда. Надо будет запрос сделать. Пусть ответят, как, чего там, где зимуют они. Я бы хотел побольше узнать об этой птичке. Мы, конечно, решили помочь нашему герою в поиске информации о пернатом владельце необычного аксессуара. С этого колечка начинается история – погружение в мир птиц Коми-края. Попробуем узнать, что же такое кольцевание, как оно происходит, какие расстояния пролетают наши пернатые. Итак, мы отправляемся в то редкое место на Земле, где природа сохранилась в своем первозданном виде.
самый крупный заповедник в Европе, занимающий 7000 квадратных километров в северо-восточной части Республики Коми. Догадались, о каком месте идет речь? Да-да, это Печора-Илычский заповедник. Именно на его территории, на равнинной части Печорской долины, в поселке Якша, орнитологи готовят птичьи паспорта. Здесь происходит кольцевание птиц. Это кто у нас? Это пеночка-теньковка. Так сильно запутался, не снимаешь? Нет, это совсем не сильно. Это вообще не сильно. Бывает, они накручивают на себя. Хорошенькая, да? Но это все у них не травматично, да? Нет, конечно. Нам нужны птицы, которые совсем без потерь, потому что им нужно дальше лететь, продолжать миграцию. Это мягонькая сетка, да? Да, это хорошая сеточка, ниточная. Она их, если травмирует каких-то совсем очень нервных, то минимально. Если правильно делать, то все легко. Птица вынимается. Вот я снял сетку сначала с ног, потом я ее к себе подтягиваю, она легко сходит с крыльев. Это воракушка. Это самец, у него вот такая яркая грудка. Вот. Это типичная птица для этих лесов? Да, это самый массовый вид на осенней миграции. Сергей Волков, орнитолог заповедника, мастерски вынимает птицу из сетки. Таких ловушек здесь 28. Каждая имеет свой индивидуальный номер, чтобы знать, в каком биотопе чаще встречается конкретный вид птицы. Далее пернатая отправится за колечком в специальном мешочке. В нем она не будет пугаться внешних раздражителей. Тут у нас есть кольца. Вот на таких птиц, как воракушка, мы надеваем вот такие кольца. Птицы чуть покрупнее, например, свиристель. Такие кольца. На дроздов еще более крупные кольца. Вот на каждом кольце есть буквенно-цифровой код. 2 или 1 буквы в начале, и затем 5 или 6-значный цифровой код и надпись «Москва» латинскими буквами. Для того человека, кто поймает эту птицу на другой станции кольцевания, если она будет находиться не в России, например, чтобы он знал, что информацию о пойманной птице нужно отправлять в российский центр кольцевания. Предыдущие цифры – это индивидуальный номер каждой птицы. У нас есть весы, вот это для мелких птиц и для птиц, которые крупнее 100 граммов. Я вот так вот беру птичку. Да. Вот и надеваю колечко, на нем есть прорезь. Вот. Зажимаю его. И все, вот она с колечком. Вот это второстепенные маховые, это первостепенный, это второстепенный. И на них, если есть светлые каемочки, значит птица молодая, то есть родилась в этом году. Если нет, то птица взрослая. Вот. У них здесь светлых, ярко выделяющихся каемочек нет, значит это взрослая птица, взрослый самец. Я записываю, что он взрослый. Измеряю у него длину крыла. Вот. Ставится кистевой изгиб в упор линейки, крыло распрямляется. Вот 73 миллиметра у них длина крыла. Затем я смотрю у нее жирность и состояние линьки. Вот таким образом я дую, чтобы можно было голую кожу обнаружить. У этой птички совсем нет жира. И она находится на 5-й стадии линьки, то есть у ней дорастает мелкое оперение на нижней стороне тела. — 15,16 грамма. Кольцо надето. Теперь оно стало своеобразным паспортом птицы. И если пернатая попадется на заграничной зимовке, сразу определят, откуда она прилетела. Кстати, несмотря на то, что птички совсем крохотные, мигрируют они на достаточно большие расстояния. Среди зимовок не только Европа. Из европейской территории России в основном все насекомоядные птицы летят в Африку. Часть птиц из Придуралья и с Урала летит
восточнее, до Индии. Многие птицы зимуют в Казахстане. Те птицы, которые питаются в зимний период семенами, они зимуют севернее, там, где нет сплошного залегания высокого снегового покрова. Птицам важно, чтобы они могли отыскать корм. За этот сезон на этой станции было окольцовано около 2000 птиц. А вот сколько километров пройдено орнитологами, уже и не сосчитать. Протяженность каждого маршрута – 2 километра 300 метров. Таких обходов за день было много. Первые птицы отлавливаются уже в самых ранних утренних сумерках, то есть, по сути, еще почти в полной темноте, поэтому вставать приходится намного раньше, чем наступает рассвет. И последние птицы отлавливаются уже тоже в полной темноте. Сначала у нас были обходы от часу до 1,5 часов, сейчас они сократились. Вот в связи с тем, что холоднее тоже становится, и птицы не должны долго на холоде находиться в обездвиженном состоянии в сетках, поэтому сейчас мы уже обходим каждый час. Если дождь, то мы вообще ходим беспрерывно. То есть пришли с обхода, сразу пошли на следующий обход. Потому что при дожде, если птичка висит в сетке кверху лапками, у нее влага дождевая попадает прямо на кожу, под оперение, и она быстро замерзает, быстро охлаждается. И в таком состоянии она легко погибнет, если ее вовремя не достать из сетки. Нам это не нужно, нам нужны живые птички, чтобы они с колечками улетали, хорошо питались и дальше мигрировали на юг. В начале периода кольцевания, это в августе, мы вставали еще глубокой ночью, чтобы в 2:30 уже выйти на первый обход. И заканчивали тоже уже поздно-поздно вечером. С последнего обхода уже возвращались в 10 часу ночи. Вот, то есть на поспать оставалось совсем немного, поэтому нам в помощь есть волонтеры, они нам помогали, они нас сменяли. Клич о наборе волонтеров был размещен в социальных сетях. На 3 смены с августа по октябрь в заповедник вызвались помочь 14 добровольцев. География добра оказалась широкой. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Ульяновск, Нижний Новгород. Дмитрий Вальцев – птичий волонтер с опытом. Я приехал ради птиц только. То есть мне было интересно биоразнообразие на Северном Урале, посмотреть, какие тут птицы, какие, может быть, новые виды, которых я никогда не видел. И свой навык работы с птицами улучшить. Я потому что пытаюсь, когда у меня есть свободное время, ездить по станциям кольцевания и кольцевать. Я был только на Байкале 2 раза. Байкальской станции кольцевания. Увлекаюсь бёрдвотчингом, это наблюдение за птицами. В свободное время хожу их, фотографирую или просто в бинокль смотрю. Как происходит процесс кольцевания, мы увидели. Самое время вернуться в Сыктывкар. Здесь, в Институте биологии, собираются все данные об окольцованных. У нас есть кольцо, мы отправляем в центр кольцевания запрос. Говорим, вот такое-то кольцо было передано нам, например, с Усть-Илимского района или с села Иб. И они дают уже готовый ответ, что где это была птица кольцована, когда она была кольцована, от места кольцевания до места добычи, сколько километров она прошла, какое время прошло, то есть возраст. Это вот колечки, которые вам отправили охотники, да? Да. А откуда вот эти птицы нашлись? Но вот это было кольцовано в Брюсселе. Это было кольцовано в Голландии. А почему-то, когда охотники отправляют данные, больше всего это мы видим, что птицы, которые были окольцованы в Европе. А почему-то мы не видим, что были окольцованы где-то в Коми. Мы сейчас кольцуем воробинообразных птиц, на них не охотятся. Большой выемки нет из природы. Например, вот эта воракушка, у нас северный соловей, очень красиво поет. И эта птица была найдена в Усть-Куломском районе, в Данты, 24 мая 2002 года. И она погибла от снегопада. Сколько примерно птиц вы кольцуете за сезон? За сезон 1000, больше 1000.
кольцуем мы с коллегами. Какой процент возврата? Что касается охотничьих видов, то процент возврата больше, потому что их все-таки отстреливают, и охотники нам возвращают кольца. Если рассматривать процент возврата от воробинообразных, то это меньше 10%. Добровольно ли отдают охотники эти кольца? Некоторые хотят оставить на память, некоторые говорят, нам не надо, то есть забирайте, это смотря как. Некоторые охотники получают кольцо и не отдают, а потом, когда с ними там встречаешься лет так через 10, а вот у меня там было кольцо, но я уже не помню что. А нам самое главное важно, когда была поймана птица, добыта, найдена, и место, то есть дата и место, чтобы уже точнее сказать, сколько дней птица прожила от времени кольцевания до места поимки, сколько километров она пролетела. И в то же время интересная география. Окольцевали, например, в Финляндии или там в Великобритании, в Германии, а появилась у нас в Республике Коми. А вот если охотник подстрелил птицу, увидел кольцо, то куда нужно ему обращаться? Он может отправить письмо в Институт биологии с номером кольца, со всеми его выходными данными, место, где он его подстрелил, дата. Может прислать сам кольцо, может позвонить, может прислать по электронной почте. То есть можно сделать даже просто фотографию этого кольца и отправить по электронной почте? Все верно. На адрес Института биологии? Да, Института биологии. Можно в Центр кольцевания, можно к нам в Институт биологии, и мы потом переправляем уже в Центр кольцевания данные. Товарищи охотники, уважайте труд орнитологов. Пожалуйста, отправляйте кольца непосредственно в Институт биологии либо в Центр кольцевания. Елена Владимировна, один охотник очень просил вам передать это кольцо, и он хотел узнать что-нибудь о жизни этой птицы, где ее прокольцевали, где она зимовала, что-то можно о ней узнать? Что ее кольцевали в Голландии. В Голландии обычно кольцуют гусей, уток, может быть. Вот он говорит, что это селезень. Но это получается кряква, да, самец. Как-то можно узнать по этому номеру еще более подробно? Запрос можно отправить в Центр кольцевания в Москву, и они уже отправят этот запрос в Голландию, в Центр кольцевания, и у них придет уже полный ответ. Мы сейчас тоже можем отправить, да? Да, только мне нужно будет еще дополнительно дата, то есть когда была добыта утка, и место. Сказано, сделано. Отправляем все данные с колечка в Московский центр кольцевания и с нетерпением будем ждать ответа. К слову, вопрос о том, как перелетные птицы находят дорогу к районам зимовок и обратно, волновал исследователей давно. Ставились различные эксперименты по исследованию ориентации и навигации. Например, голубям закрывали глаза линзами из матового стекла и увозили их с привычных мест обитания. Но птицы по-прежнему находили свой дом. Значит, визуальная навигация не являлась первостепенной. А вот еще один из опытов, проверяющий версию использования птицами магнитного поля планеты. К голове, лапкам и крыльям голубей прикрепляли маленькие магнитики. Из-за этого нормальный полет нарушался. Ученые выяснили, что способность птиц к навигации обусловлена наличием у них компасной системы – звездной, солнечной и магнитной, и некоего подобия карты местности. Однако этот вопрос все еще открыт. Впрочем, бывают и миграционные сбои. Так, однажды в Усть-Коломский район залетел фламинго. В Кайгородском районе отмечались пеликаны, а в Троицко-Печорском – черный гриф. Среди исследований миграции птиц в Коми, кроме кольцевания, широко применяется аудиовизуальный метод. Именно на такой обход мы сейчас отправимся с орнитологом Института биологии Сергеем Качановым. Для изучения миграции птиц в первую очередь выбирается маршрут. Он должен охватывать несколько различных мест обитания, от пойм реки до лесных участков. Первый учет делается в ранние утренние часы, после восхода солнца, на протяженности 3-4 часов. За это время учетчик должен пройти не менее 5 километров и регистрировать всех птиц, встречающихся на его маршруте. Как идет регистрация? Некоторые виды хорошо активны и поют. Конечно же, орнитолог должен их знать по голосам. Но другие виды более молчаливые, и поэтому орнитологи используют бинокль. В данное время поет обыкновенная овсянка. Это вот она, да? Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь.
Вот записываем. Обыкновенная овсянка. Один самец поет 80 метров от нас. А как вы определили, что 80 метров? И это определяется навык с годами уже. Когда начинает учетчик работу, еще нет определенной навыки, если увидит птицу, определяет до нее расстояние примерно на глаз, а потом шагами до нее меряет. Там поет белобровик, до него достаточно далеко, это более 200 метров получается до него. Так и записываем, где-то 210-220 метров, белобровик. Да, может тут вот этих белобровиков много. Вы различаете, что их Да, много? как раз здесь два поют. Один где-то 220, а второй где-то 150-160. То есть у орнитолога должен быть отличный слух. Да, это Обязательно. очень важно. Рябинник тут же слышится. Видите, там кричит. Один или два. Позывка. Кого-то гонят, видимо, ворону отгоняют, потому что тревожный крик у них. Где-то 300 метров от нас. По этим данным мы можем рассчитать потом и численность, и направление их миграции, а также высоту миграции. Они могут даже весной лететь не на север, а с севера на юг. Бывают такие моменты, когда идет обратная миграция. Например, на севере очень сильное похолодание, и часть птиц могут возвратиться. Ну, скрытные у нас птицы, конечно, пугливые очень. Поэтому орнитолога спасает только слух. Видовой состав очень сильно изменился в нашей республике. Если на начало прошлого века у нас отмечался только 201 вид, то сейчас регулярно уже обитает более 270 видов птиц. В связи с чем это произошло? Более половины территории республики пройдено рубками. Очень сильно в 90-е годы развивался сельскохозяйственный сектор. И практически у нас сельхозугодья были вплоть до Воркуты. И поэтому многие виды очень активно продвинулись на север. Например, под Воркутой можно было в это время встретить даже жаворонка. Второй такой фактор – это потепление климата. Потепление на нашей территории где-то проходит 0,2 градуса в год. Зима у нас становится более теплой, а лето, как ни странно, но все-таки холоднее становится. И поэтому весна обычно наступает рано, и многие южные виды птиц также проникают ранней весной на северные территории. Более 70 видов новых птиц за это время появилось. Какие это виды? Конечно же, виды, которые ранее не обитали на нашей территории республики, но они проникли с юга и с запада. Многие певчие виды птиц – это щегол, это дубонос. Некоторые виды куликов – это травник, поручейник. Очень много видов птиц проникло по руслам, которые создал сам человек. Это газопроводы, это дороги, это железная дорога. Раньше у нас стояли здесь рожь и хлеб. И в связи с этим у нас можно было встретить здесь серую куропатку, например. А как перестали сеять хлеб, эта серая куропатка потеряла свою нишу, потому что она питалась зерном, соответственно, и поэтому этот вид исчез. Он встречается более южнее. Турухтаны. В основном самки. Самцов два только. Гнездятся у нас в тундре на севере нашей республики, а здесь отмечаются на пролете. Их 16 штук, из них только 2 самца, остальные все самки. Самцы очень ярко разукрашены, и они все разные. Есть такое даже поверье, что ли, что Екатерина I в Англии учредила премию тому, кто добудет 2 одинаковых самцов турухтана. Но их в природе не существует, они все разные. Как часто совершаются эти обходы? Только весной, осенью, либо во все сезоны? И для чего вообще нужны эти обходы? Это все зависит от задач, которые поставлены перед орнитологом. В весеннее и осеннее время занимаемся миграцией птиц, изучаем, как идет миграция, какие виды у нас мигрируют, какова их численность, каковы сроки миграции птиц. Это все необходимо для того, чтобы знать, когда открывать ту же самую охоту. В летнее время мы изучаем гнездовую биологию жизни, а также изучаем их структуру населения и общее видовое разнообразие, распределение по биотопам. Например, как влияет лесопользование, как влияет сельскохозяйственное развитие нашей территории, как влияет строительство тех или иных народохозяйственных объектов, трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов, а также объектов культурного нашего быта, те же самые здания, города, поселки. Это все влияет на жизнь и деятельность птиц. И можно определить, как наименьший вред нанести нашим пернатым друзьям в связи с различными формами хозяйственной деятельности человека. Наша республика имеет очень интересное географическое положение. Мы находимся на границе Сибири и Европы. На востоке нашей республики расположена Сибирь, а на западе распростирается вся Европа. И поэтому все зоогеографические исследования, в том числе и птиц, очень важны. Мы определяем, как меняется граница распространения между сибирскими и
западными видами птиц, а также как происходит динамика видового разнообразия и как она изменяется с востока на запад, с севера на юг и с юга на север. То, что в Коми меняется видовое разнообразие птиц, заметили не только ученые-орнитологи, но и просто любители пернатых. Житель Печоры Игорь Триер со школьных лет увлекается фотографией. В его объективе природа Печорского края и его обитатели. Сегодня в администрации предприятия «Газпром Трансгаз Ухта» проходит персональная выставка автора. Для меня много птиц появилось новых. Взять ржанку золотистую, я ее вообще никогда не видел. Я не знал, что такие птицы есть даже. Куликов много хищников. А сейчас в связи с потеплением птицы, те же щеглы начали уже залетать севернее. Игорь Антефович признается, мол, фотоохота привлекает тем, что добыть хороший кадр сложнее, чем добыть охотнику дичь. Чтоб сидела она просто там позировала, такого нет. Не в обиду портретистам, которые портреты фотографируют. Птица не дает дубля. У меня плюс перед начинающими тем, что я, допустим, знаю, где, что можно снять. Но это не гарантирует то, что я пойду и что-то сниму. И бывает вообще сотни километров намотано, и результата ноль. Или есть результат, но он не устраивает, все идет в мусор, все удаляешь. Если ошибка, то значит фотография пошла в мусор. 10% – это просто результат ошеломляющий. А если выходит 2%, это прекрасный уже результат. Птица же она не сидит на месте. Маленькое шевеление. Ты не всегда можешь поставить длинную выдержку при плохом освещении. Да это надо, чтобы и свет лег. Люди, когда смотрят, думают, ну, красиво птица снята. А по факту этот кадр заслуживает большего. Потому что, ты знаешь, какой труд ты вложил. Хорошая новость. Нам пришел ответ с центра кольцевания. Итак, добытое нами кольцо принадлежит самцу хохлатой чернити. Он был окольцован в 2003 году 22 декабря в Нидерландах, в муниципалитете Реувейк. Вот это да! С момента кольцевания 8 лет, 16 охотничьих сезонов наш селезень летал мимо охотников и был неуловим. Вот это везучий самец! Тысячи километров полета и верность родине. Такие маленькие, но такие бесстрашные. Несмотря ни на что, они неизменно возвращаются туда, где родились. Безусловно, перелетные птицы не иммигранты, а настоящие патриоты, которые радуют родину своим возвращением, пением и красотой.